Валерьян, Папай, это Дед Марун, Татан Крушнова. Салон достойный азиз, умедворам ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. мо имрӯз сафар дорем, насиб боша шаҳри Арска мерем. Чихеле Лола гуфт Кишбабай и чиз Киш по-татарски чи меша барф. Ну бабай хай бобои барфи. И татароро рафта мебинем. Мадахай роҳи сафед то охири видео ҳамроҳи мо бошед. Ҳай ягон чиз видео снимат мекунем, камтар тамошо мекунем ҳамроҳи шумо. Хеле автобус заказ кардик я. ҳозир автобуси хуб пурам нест. Хай хел роҳ мероем, насиб боша. Соат 8:09. майли хай мо дар роҳи сафед, шумо дар тамошои нас. 2022 год. И я желаю вам здоровья, благополучия, веры, надежды и любви, которые всегда нам помогают в жизни. А сегодня наше с вами путешествие за пределы Казани. Хотя частично мы с вами, конечно, проедем по территории города. А затем мы с вами выйдем за пределы Казани и проедем по территории 2 районов Республики Татарстан. По Высокогорскому, наверное, знакомые названия, да? И по Арскому району. Через город Арск лежит наш путь. Меня зовут Валентина Ивановна. Водителя нашего автобуса зовут Евгений Ринатович. Если будут какие-то вопросы, то пожалуйста. Если вдруг кому-то станет немножечко некомфортно, кого-то знаю и люблю. Чем больше знаю, тем люблю сильнее. Я думаю, что чем мы больше будем с вами знать о нашем городе, о жизни, о культуре нашего города, тем мы больше будем его любить. Поэтому мы сегодня будем говорить и об истории Казани. Но поскольку мы все-таки с вами отправляемся в праздничную новогоднюю поездку, я не буду вас перегружать особо так историческими какими-то моментами. Ну, скорее всего, мы с вами будем говорить о сказках, легендах и всяких таких забавных моментах в истории нашего города. Хотя, конечно, начнем, что называется, от печки. Начнем с того, что город у нас расположен, как вы знаете, на левом берегу Волги, один из старинных городов России. Все мы с вами помним 2005 год, когда Казань прозвенела не только на всю Россию, но и на международном формате. Казань отметила свой тысячелетний юбилей. И формат нашего города на сегодняшний день это 600 километров площади. Ну, в принципе, достаточная площадь на вот данный момент. В административном отношении город наш делится на 7 районов. Мы с вами сейчас едем по территории Кировского района. Ну, Кировский район, или, скажем так, имя Сергея Мироновича Кирова для Казани не чужое. Хотя, чем дальше идет время, тем мы больше забываем о каких-то ярких личностях начала 20 века. Вот Сергей Миронович Киров, он жил в Казани. Вообще-то он родился в Вятской губернии, там есть такой город Урджум. И вот из этого города Урджума он приехал в Казань для того, чтобы учиться. Но Казань с 19 века считалась одним из крупных таких городов в Поволжье, где можно было получить образование и реальное, и университетское. Я работал уже в Императорский университет. И вот он приезжает в Казань, чтобы получить образование, и учится он в реальном училище. Но это уже было то время, когда молодежь немножечко бунтовала, немножечко уже интересовалась новыми течениями истории, и создавались революционные всякие организации. И вот среди реалистов, так называли тех, кто учился в реальном училище, тоже была своя молодежная такая вот... Люди пришли на вот эту территорию, где реки, где леса, где хорошо, красиво можно жить, удобно жить. Но территория такая большая. Но где же на этой большой территории город-то поставить? И они пошли к мудрецу за советом. А мудрец им посоветовал: возьмите котел, наполните его водой и ищите то место, где вода в котле закипит без огня. Ну, спасибо мудрецу. Люди взяли котел, наполнили его водой и пошли в поиск. Идут вверх по реке, нигде вода не кипит. Идут вниз по реке, тоже вода не кипит. Идут на север, на юг, и нигде не кипит вода. Оглянулись они еще внимательно на местности и видят, вот где-то там вдали озеро. И они пошли к этому озеру. И когда они пришли на это озеро, вода в котле закипела без огня, и там они и поставили город, а назвали его Казань в честь золотого котелка. И надо сказать, что вот эта легенда о том, что город был основан на озере, она подтверждается, или как бы нашла звучание, всегда как такая. Речь идет об озере Кабан, который мы с вами тоже все знаем, да? Так вот, Габулат Тукай, живя в Казани, он жил в гостинице, как раз окно его номера выходило на озеро Кабан. И Габулат Тукай из окна своей комнаты любовался красотой этого озера и написал такие стихи. Там прячут села, медная вода, червонно-золотые города, как раз то, что мы с вами говорили, да? Там у лосей из мрамора рога, что главы змей скрывают берега. Там водяная ведьма каждый год по девочке и мальчику берет. Но я хочу заметить, что Габулат Тукай, он вот в этих строках, переплетает несколько легенд, которые есть вот в
Расиде. Насип ушам, потому что мы к ним. Рахматикалам, порой доскоретом. Порой комментарий назад. Винадор матана шума. Вы ему пошли тохер видео. Что это мы все? А там можно подготовиться? Проходим, давайте, мои, давайте. И в круг встаем, хорошо, давайте, да? Давайте, в круг встали, давайте, я не вижу. Круг, давайте, идите сюда. Ой, какие молодцы, умнички вы мои, давайте. Давайте, хорошо? Давайте, проходим, дорогие мои, давайте. Ой, и большие шайтанчики, и маленькие шайтанчики, ты у нас есть. Шайтанчиков нет нафиг. Давайте, ой, Всем девочкам не шайтанчики. Встаем. А вы где назад? Вставайте в круг. Пойдем за лесом, что ли? Всем девочкам не шайтанчики. Да, вот это вот так. А вот пригласите меня домой. Давайте. Спасибо, я обязательно приду. Да, шайтанчик. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, Подоклад. Здравствуйте, девчонки. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, Козлар. Здравствуйте, Малайлар. Ой, здравствуйте. Всех назвал? Давай. Заповедные, сказочные места. Видно, прибыли вы неспроста. Так? Да. А скажите мне, друзья, что за нужда вас сюда привела? А? К Швабаю, они к Швабаю приехали, да? К Швабаю без волшебного заклинания не пройти. Да. Скажем, что ли, по секрету? Давай. Слушайте, путешествуем, играя в лесной сказке к Швабая. Запомнили? Да? Давайте повторите вместе. Путешествуем, играя в лесной сказке к Швабая. Молодцы. Мы сейчас начнем кричать. Вам вопросы задавать. Вам же нужно дружно, хором на вопросы отвечать. Да. Вы вставляете в свой ответ слово «да» и слово «нет». Давайте сейчас выиграем игру. Все посмотрели на себя. Так, смотрите. Да ладно, вы меня смотрите, на меня. На соседа слева. Смотрите соседу справа. О чем? Давайте воздушный поцелуй соседу слева. Или соседу справа. Отлично. Здесь горлаем все друзья. Я, ты, он, она. Вместе дружная семья. Давай тоже шурали. Хватит, он сует везде. Решил я, ребята, забрать дровишки для костра. Вот вина, прищемил я пальцы, серебряна. Вы мне скорее помогите, волшебные слова скажите. Ребята, вы с вами получили знания волшебные заклинания? Получили? Давайте сейчас их повторим. Путешествуем, играя, в лесной сказке, не бывая. Нет, ребята, не все сказали, давайте все вместе. Путешествуем, играя, в лесной сказке, не бывая. Давайте, ребята, шум напора. Путешествуем, играя, в лесной сказке, не бывая. Ура! Спасли вы меня, ребята, за вашу помощь. Я вам дам волшебные карты, космовая. Давайте сами себе храните. Готовы? Давайте, храните. Лучше, ребята, храните. Зачем вы пришли? Разбудить Аждаху, получить загадки. Разбудить Аждаху? Ох ты, а вы не боитесь, а? Не боимся? Нет, не боимся. Ага, ну хорошо. Тогда слушайте мою загадку. Если отгадаете, то сами разбудите. Слушайте внимательно. У него есть язык. Он болтать им привык. Но когда болтает он, слышно не слова, а звон. А? Что это? А, что это? Колокольчик. Давайте все вместе крикнем. Колокольчик! Догадались. Ну что, звоните. Будите Аждаху, да? Готовы? Кто посмел разбудить меня, великого Аждаху? Кто вы и зачем пожаловали? Это мы пришли великий Аждаха. Кто пройти к Швабаю? Да, ребята? Да. Хорошо, но вы должны отгадать мои загадки. Отгадай загадки. Слушайте внимательно. Город этот непростой, он дремучий и густой. Что это? Ну, ребята, лес, вот все вместе. Лес! Правильно. А теперь последняя загадка. Слушайте внимательно. Дом
со всех сторон открыт. Плотизною крышей крыт. Заходи в зеленый дом. Чудеса увидишь в нем. Что это? Ребята, интересно, здесь потом, все вместе. Без чудес! Правильно, вы справились. Идите дальше. Идите скорее. Пока. Так, а вот здесь кто? Кубарный парше. Так, пойдемте в кубарный парше. Давайте с нами, давайте сюда. Стыдно, из ума ты, видно, вышла. Одиноко в лесу одной. Одиноко, скучно, грустно. Ой, ну ладно, не трону я ваших дедушек сегодня. Другой раз, другая группа придет. Хорошо, мы тогда дальше пойдем. Куда это вы идете? Куда идем, ребята? Кашбабаю. Не пущу Кашбабаю. Пока вы развеселите меня или поиграете в мою любимую игру. Играем, ребята? Да! Согласны? Тогда проходите в дом. Кого там нету. Давайте пока будем собирать. Кто за слово думаете? Так, любовь. А фотография как будет? Вот так. Мухаббат. Мухаббат, правильно. Любовь это мухаббат. Так, вот. Так, кто за слово? А что это означает? Вот, правильно. Давайте сейчас 3 раза прикричим. Мухаббат! 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 Ура! Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Вы собрали слово, самое волшебное на свете. Мухаббат и любовь знали даже дети. Наше желание быть вместе сегодня исполнили вы, а мы, в свою очередь, вам желаем, чтобы сбылись ваши мечты. Сейчас мы раздадим вам волшебные ягодки, чтобы все ваши заветные желания сбылись на нашем дереве любви. А, кстати, вот загадать желание? Даже можете смотреть, Долго. Ну, все, секретарь. Желание давай, короче. Долго. Сними. Все? Один. Три желания. Хорошо. Хорошо. Так, давайте подходим сюда, ребята. Так, все. Теперь осталось самое главное. Как думаете, что осталось? Кашбабая. Хотите Кашбабаю? Да. Не слышу. Тогда давайте за мной, пошли. Салам алейкум. Ручку уже Крафт. Пупуш. Походим. Где там шайтаны? Остались шайтаны? Не знаю, где. Вот шайтаны, заплутали. Походим. Вас, дружно хором прокричал. Не забыли вы, друзья, те волшебные слова? А? Не забыли? Ну-ка давайте попробуем вместе сказать. Путешествуем, играя, счастье, давая. Ох, дети молодцы, а взрослые стоят, молчат, и не слышат, как говорят. Ну-ка давайте еще раз вместе, 3-4. Путешествуем, играя, счастье, давая. Летом на берегу, смех пускай кружится, в доме дождь давая, что появится. Исам Паша, здравствуйте, мои друзья. Кашбабая ждали? Да. Вот там и я. Ребята, а вы побывали на моей лесной поляне? Да. А со Светой моей познакомились? Ребята, а вы знаете, они нам приготовили зимний флешмоб. Шайтаны, быстрее сюда, шайтаны!
Какой хороший флешмоб. Ребята, вам понравилось? Ребята, а вы знаете, какой у меня самый любимый танец? Правильно. Баба, вы что танцуешь? Ты садитесь, а продать свою забыть. Пойди вправду, балалар. Ну-ка, подскажите-ка, как мою доченьку зовут? Мортезе. Да, правильно. Ну-ка, позовем-ка ее. 3, 4. Мортезе! Мортезе! Вот она какая. Смотрите, какая красивая. С Новым годом, с праздником зимы. Поздравляю вас от всей души. Пускай счастливым будет этот год. Пускай не будет ни забот, ни хлопот. Пускай он будет сном желанным. Пускай он будет другом званным. Познакомьтесь, друзья, это доченька моя. В зимней сказке мы живем. Зимой всех гости мы зовем. Ай-яй-яй, Кашбабай, совсем ты постарел. Все танцуешь и поешь, а гостей ты в доме не зовешь. Позову, доченька моя. А давайте-ка сейчас все вместе на сцене сфотографируемся. Вы готовы? Да. Самого главного Деда Мороза России. Нет. Как у нас один Дед Мороз? Да, один вот, правильно. Это у нас самый главный Дед Мороз. Теперь один принят. Да, правильно. Чем отличается АКЗ от Снегурочки? Истории. Костюм тоже правильный еще? Истории. Так. Это дочка, получается, как а внучка это Снегурочка. Правильно, запоминайте, да? АКЗ это дочка Кушвабаю, а Снегурочка дочка Дед Мороза. Правильно. Ну а тогда Кушвабай от Дед Мороза чем отличается? Правильно. Отлично, вот. Еще один. Правильно. Так, смотрите, вот у Кушвабая всегда цветейка и зеленая. А Дед Мороз всегда у нас потом пойдет. Краски. Молодцы, какие умные. А откуда появился Кушвабай? Из снега. Из неба. Хотите узнать, откуда? Вот сейчас мы с вами посмотрим представление. Вот здесь. Смотрите внимательно. Вы узнаете, откуда он появился и когда. Хорошо? Готовы? Если вы не знаете, вы можете сюда на табличку прийти. У нас здесь все чеки, там у нас ручки есть. Поставить. Хорошо? Так, если вы готовы, мы с вами... Древняя легенда гласит, в давние времена, когда землю обливали холодные ветры, сковывали льды, нещадно палило солнце и не было порядка на земле, взмолились люди своему Богу, чтобы отделил холод от жары, свет от тьмы, и услышал их великий Тengri и пощади. Отделил он жару от холода, а свет от тьмы. И назвал он теплые дни летом, а холодные зимою. Светлое время он назвал днем, а темное ночью. И в самую длинную ночь зимы он создал себе помощника на земле. Я, великий Тенгри, создал тебя и даю тебе имя Кыш-Тенгрисе. Я повелеваю тебе управлять зимой и должен укрыть всю землю снегом, чтобы ей было тепло, укрощать сильные ветры и покрывать реки льдом, чтобы рыбы не замерзли. И позаботься, чтобы у моего народа был веселый праздник зимой, а я проверю. Ведь за этим строго следят Кыш-Бабай и Каргазы. Вот такая история. Хорошо. А вы любите загадывать шутки?
Желание. Загадывай. Нет. Ага. Тогда спокойно. А? Самолетик. Пока-пока. Ставь лайк и подписать на мой канал. Пока-пока. Хайна бошад. Достони азиз. Дар куҷои бошед саломат бошед. Худо хофиз. Мурго мероем. Насиб бошад. Баъди 2 соат хона мешавем. Я надеюсь, праздник вам понравился. И Кыш-Бабай вас встретил, и Картезы, и было много музыки, танцев. Вы фотографировались везде. И природа такая красивая. Я думаю, что у вас сегодня большой день впечатлений, который сохранится, наверное, до следующего Нового года. Будете весной смотреть на эти зимние фотографии, будете вспоминать, как вы ездили в Кыш-Бабай. Сейчас мы с вами едем в обратную дорогу. Вы можете отдыхать спокойненько. Только, пожалуйста, все пристегнуты.